Восстановите слово, в котором мы пропустили 7 букв. Теперь на все про все у ребят ровно минута. За это время они должны найти правильный ответ. Гул командного обсуждения не стихает до последней секунды. 1 ум хорошо, а 6 лучше. Смотрите, мы на чем-то поставили. Уже там что-то было, они на нем делали мост. Как бы какая-то основа была. Звук какой-то. Команды сдают свои ответы. Их не пугают ни сложные вопросы, ни ограниченное время. Первый правильный ответ дают участники команды «Мозгошмыги». Вот уже несколько недель они занимают лидирующие позиции среди играющих. Но для большинства результат не важен, признается Рулана Ганиева. Каждый приходит за ощущениями. Выбор, наверное, хобби, какой-то вне рабочей деятельности, он довольно ограничен в наше время. И именно занятие интеллектуальными играми, оно меня вдохновляет, потому что каждый день, каждую неделю я могу узнать что-то новое. Все-таки, когда мы в работе, да, мы уже закончили школу, закончили университет, мы редко возвращаемся к академическим занятиям, мы редко вспоминаем забытое. Число участников в команде не должно превышать 6 человек, чего не скажешь о количестве команд. За соблюдение всех правил здесь следит Бекхан Цуров. Он сегодня в качестве ведущего. Самое сложное в работе ведущего – это соблюдать темп, чтобы адекватно прочитать, чтобы все успели записать свой вопрос. Как-то так. И вот вся сложность ведущего. Почему вообще решили участвовать? Я с 2009 года участвую еще со школы. И сегодня попросили вести. Так-то я игрок. Больше нравится играть, чем вести. Игра «Что, где, когда», как и другие развивающие викторины подобного рода, знакомы ингушской молодежи без малого 20 лет. Поначалу игра была малопопулярна, но теперь все в корне изменилось. И хотя в республике еще не так много интеллектуальных команд, раз в неделю эти ребята проверяют себя на знание географии, истории, литературы и не только. Сюда могут прийти любые желающие, которые хотят попробовать проявить свои знания, сноровку, логику, и просто отдохнуть. Это не какой-то профессиональный турнир, мы просто проводим игры для любителей. Каждую субботу в течение последнего года. Поэтому и пакеты вопросов выбирают для любителей. Игра, или как это здесь называется, синхрон, проходит в 3 тура, в каждом из которых по 12 вопросов. Битва умов продолжается в течение нескольких часов. У каждой команды свои козыри. Вот сейчас я уже понял, изначально этого не понимал. Самое главное – это сыгранность команды. Тут даже не от знаний во многом, а вот от опыта игры ты уже понимаешь. А когда команда вместе играет, это результаты все лучше и лучше. Например, моя команда, в которой также участвует Хава, Красная гвардия, мы теперь называемся, и у нас все лучше и лучше результаты. Красная гвардия из тьмы умов, Мозгошмыги, Лесоповал. К выбору своего названия большинство игроков отнеслись весьма оригинально. Организаторы стараются популяризировать это направление среди молодежи, а началось все с команды Клио. Именно они первые стали выступать от Ингушетии и участвовать в различных турнирах. А хороший пример стал заразителен. Ежегодно, несколько раз в году эти школьные команды соревнуются друг с другом. У нас бывают выезды сборной команды от республики на какие-нибудь фестивали северокавказские или даже всероссийские. В общем, это движение охватывает все категории населения. И школьников, и студентов, и взрослых. Но это в рамках проф-игры. А сегодня в завершении ингушские знатоки сыграют свою игру и хамсу, где каждый участник сам за себя. Хава Гагиева, Адам Далаков, Новости 24.